Я считаю, что военно-патриотическое воспитание на самом деле очень плохо влияет на молодежь, и поэтому милитаризм возрастает в обществе, и отсюда такие преступления. Я профессор федерального университета, и я тебе скажу, к этому приводят вот эти вот игрушки, которые распространены, скорее всего. А патриотическое воспитание, ну, кто-то идет, кто-то балдеет от этого. Я сам строем ходил, когда был маленький, в 70 тебя еще не было году. Знаешь, то есть все нормально. Ну, однозначно можно ответить то, что сама политика вот этого патриотического воспитания, она неправильна. Не надо людей милитаризовывать. Я не знаю, приводит ли такая политика к этим расстрелам, вот как мы видим, но сам факт ее наличия, конечно же, ужасен. Почему это должно приводить именно к таким ситуациям? С какого перепугу? Это же зависит от личности человека, от того, что у него в голове. Это стрелялки, вот что это. Игры эти все, компьютеры. Некоторые обвиняют игры в этом, но я не уверен. То есть игры, они, как сказать, они наоборот помогают как-то расслабиться. Но нужно понимать, что между игрой и реальностью есть определенная черта. Военно-патриотическое, по крайней мере, у меня отец служил, мне это импонирует. И я считаю, что вот все, что было связано с этим, никак не связано с данной программой. Ну, имеет место быть. Все-таки, когда идет политизация в этом направлении, конечно, кто-то да обязательно это, ну как сказать, однажды ружье все равно выстрелит. Да, это может быть. Поэтому я не отрицаю, что это и эта причина тоже. Я не говорю, что она однозначна, но она может быть, конечно же. Я думаю, что это не связано вообще с военно-патриотическим воспитанием, потому что если человек какие-то отклонения имеет, возможно, я слышал то, что его унижали в школе, насколько я знаю, и поэтому нужно больше уделять внимание, мне кажется, персонально людям, которые в школе учатся. Вот я учился в школе, где было очень мало людей, в лицее-интернате, и у нас с каждым работали отдельно. В общих школах там же очень много людей, и на отдельных личностей не обращают внимания, поэтому, мне кажется, нужно больше уделять именно каким-то конфликтным ситуациям внимания, и чтобы дети занимались чем-то, там, например, какие-то кружки самодеятельности устраивать, еще что-то такое. Мне кажется, решение проблемы в этом. Надо глубже копать, нельзя однозначно сказать, виновата политика или нет.